отчете 2016 года она, может быть, даже в первую двадцатку смело войдет. То есть они прям такие задачи ставят перед собой. И вот здесь есть тонкая грань. Все это происходит благодаря тому, что государство взяло очень жесткий контроль в развитии этого направления. В Российской Федерации есть орган, который называется Национальный центр информатизации, который во всех областях, это вот дочерняя структура от Ростехнологий, получается, Ростелекома, да, которая занимается вплоть до того, что они превратили офисы Роспочты в фронт-офисы своего электронного правительства. И мы готовы перенимать этот опыт, мы ведем очень активные переговоры с ними. Если брать Казахстан, у них есть акционерное общество, национальные информационные технологии называется. Они идут на то, что до каждого отдаленного района прокладывают физический волс, который принадлежит не операторам, а принадлежит, допустим, этому национальному информационному центру. Да? Какую модель выбрать для Кыргызстана? Если, конечно, мы выберем тот вариант, который был, допустим, в Китае, когда государство доминирует, создает государственную систему, тем самым мы в какой-то степени перекрываем кислород рынку. Нужно ли так поступать? Я думаю, что на сегодняшний день Министерство транспорта и коммуникаций, а также те госорганы, которые работают в сфере развития этого направления, должны просто создавать условия и определять политику. Вот в этом должна ограничиваться наша роль. Но мы не должны сами идти на этот рынок, мы не должны подменять участников рынка. Если мы сможем выдержать это направление, я думаю, что при помощи, вот, допустим, с парком высоких технологий мы обсуждали, там есть одна рамка, чтобы стать резидентом этого парка и освободиться от всех налогов, нужно 80% своей продукции продавать за рубеж. Да? Но с другой стороны, это помогает нашим программистам получать хорошие деньги за рубежа, но не способствует развитию нашего внутреннего рынка. И мы должны уже спустя какое-то время перевернуть баланс на внутренний рынок, потому что наш рынок тоже должен развиваться. И мы должны обратиться ко всем участникам этого направления, разработчикам, операторам, общественным организациям, просто активистам, в том плане, чтобы создать нашу национальную стратегию развития IT. То же самое, как информационный Казахстан или информационное общество в Российской Федерации. Пусть это будет программа, которая называется, допустим, «Электронный Кыргызстан 2025». Да? То есть те-то они начали в 2010-2012 годах, и они поставили себе планку до 2020 года. У нас есть возможность до 2020 года все-таки сделать большой упор на создание фундамента платформ, на создание инфраструктуры, на его развитие. И с 2020 года до 2025 года сделать большой рывок в плане развития именно IT. Не ИКТ, а именно IT получается. Как раз к этому времени появятся новые технологии, в том числе 5G, которые позволят, независимо от того, через какую сеть получается доступ, видеть все в едином инструменте, да, в том же телефоне, в том же планшете, в том же телевизоре. Я думаю, к этому мы придем, и министерство будет оказывать содействие в том плане, чтобы мы продвигались в этом направлении. Очень большой момент, новшества, которое произошло в этом году в законе почтово-электрической связи, да, во-первых, то, что с Кыргызтелекома сняты те ограничения по GSM связи, которые существовали с 2001 года, и было понятно, почему они существовали. То есть фактически наш национальный оператор наконец-то сможет войти на этот рынок, и мы ожидаем, что он войдет в него. И второе, то, что учитывая до, скажем, недавних пор Кыргызстан был как бы конечной точкой, тупиковой страной в продвижении интернета, мы получали у Казахстана, в России и так далее, да, там, до Франкфурта. Получается, с недавних пор мы получили стык в этом направлении восточном, да, это Китай. И в законе уже принята норма о том, что транзитно-трансграничным соединением на территории Кыргызской республики может заниматься только оператор Кыргызской республики. Я думаю, что это очень большая почва, очень большая платформа для развития наших операторов связи. То есть мы постарались сделать так, чтобы приоритет у наших операторов всегда присутствовал перед операторами иностранными. То же самое мы планируем, вот если осенью у нас пойдут поправки в закон о телевидении и радиовещании, в закон о электрической почтовой связи, в закон о лицензировании, чтобы был приоритет наших телевещателей. Если, допустим, за 20 лет с момента, когда начало появляться коммерческое телевидение, было выдано 22 лицензии всего, да, на создание телеканала, то за последний год выдали 24 лицензии на операторов многоканального телевещания.
То есть это тоже очень большой прогресс, очень большой прорыв. И мы должны четко чувствовать вот эту тенденцию и не отставать, как сказали наши эксперты. Я полностью в этом поддерживаю. Единственное, что Минтранс призывает всех вот в данный момент, когда мы будем формировать эту площадку, эту форму, быть вместе и создавать экспертную группу и идти вместе с нами. Спасибо большое. Спасибо за такой очень